Длинная зима, обильные и частые снегопады ежегодно угрожают сковать движение транспорта и превратить дворовые территории в огромные сугробы. Для этого достаточно лишь на несколько дней пустить ситуацию на самотек. По этой причине работа по уборке и вывозу снега всегда на особом контроле. На минувшей неделе глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко провел оперативное совещание, где потребовал наладить четкую и слаженную работу по очистке дорожных артерий и дворовых территорий. Сегодня совместно с представителями Управления жилищно-коммунального хозяйства и спецавтодора глава оценил ситуацию в городе. Например, как расчищаются выезды на основные автомобильные дороги. Эти выезды мы уже чистим рабочим порядком после окончания, так сказать, основной снегоуборки. И потом уже проходим по всем этим участкам, те, которые проблемны на самом деле. Эти все участки мы знаем, эти проблемы, и по мере возможности мы с все проблемы снимаем. Я прошу обратить особое внимание вот на социальные объекты, такие как почта и вот центральные заезды, чтобы вот эти в первую очередь съезды были почищены. Понятное дело, что там, которые второстепенные дороги, это можно и потом, но что касается социальных объектов, обратите внимание. Соцобъекты, несомненно, в приоритете, но поступают также сигналы, например, от гаражников, которые жалуются на отвалы, преграждающие проезд к гаражам после того, как по основной дороге прошла снегоуборочная техника. А вот об этом пояснила начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева, гаражные кооперативы должны были позаботиться заранее и заключить договора на вывоз снега с территории кооператива с любым подрядчиком. Еще один важный вопрос – отсутствие колейности на автомобильных дорогах. Ведь от этого напрямую зависит безопасность участников движения. Улица Пионерская. Какие здесь у нас были проблемы, замечания? Замечания были по колейности, которые мы устранили успешно. Теперь стоит задача, одна из основных – это вывоз снега. Но так как здесь улица какая заужена, я об этом тоже уже неоднократно говорил. Да, заужена. Да, здесь очень проблематично все это дело вывозить. Ну, конечно, будем работать, будем заниматься дальше. Не менее важна и очистка дворовых территорий. В основном ею занимаются управляющие организации. На сегодняшний день с этой работой коммунальщики справляются. Как вы справляетесь с снегом? Особенно меня интересует даже больше, наверное, не плановые работы, а такие экстренные погодные условия, как обильные снегопады. В этом году мы были готовы к тому, что выпадет большое количество осадков. Начали уборку мы в этом году, получается, с 30-11. Поступило большое количество заявок, очень большое. Трактора, все у нас было уже распланировано. Ну и начали работать. Заявок поступало тоже очень много. Мы стараемся даже с 2 тракторами работать, с 3. У вас 2 единицы техники? Да. Работаем и в субботу, и в воскресенье. А заявки исполняете в порядке и в порядке, и без заявок я чищу дома, потому что вижу, осматриваю, хожу территории, вижу где, что, как. Завершая осмотр, Сергей Дегтяренко отметил, что тема снегоуборочных работ всегда вызывает широкий общественный резонанс. Именно поэтому важно оперативно информировать сосногорцев о проделанных мероприятиях. Виктория Викторовна, я попрошу вас отчет о вывозе снега, тогда регулярно опубликовывать с периодичностью, грубо говоря, раз в неделю в наших социальных сетях, чтобы люди видели, какая работа была проведена за неделю. Хорошо, Сергей Васильевич, принято. Стоит отметить, что качественная уборка снега зависит не только от коммунальных и дорожных служб. Несознательность некоторых горожан вносит в эту работу свой отрицательный вклад. Одни оставляют во дворах и на обочинах транспорт, мешая спецтехнике. Другие при расчистке дворов выбрасывают снег на проезжую часть. Кстати, за последнее можно получить наказание рублем в виде административного штрафа. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Члены Общественного совета Сосногорского района вновь рассмотрели вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета. Первой темой повестки дня стало противодействие жестокости в молодежной среде. Как отметила начальник управления образования Надежда Седнева, школы и детские сады работают в соответствии с единым планом по профилактике девиантного поведения. В него входят сотни мероприятий, которые проводятся как в урочное время, так и в период каникул. Решать проблемы, которые могут возникнуть у школьников, призваны службы медиации. Служба медиации – это служба примирения, которая как раз-таки направлена на то, чтобы решать конфликтные ситуации участников образовательных отношений в досудебном, условно говоря, порядке. То есть зачастую, конечно, и бывают ситуации, когда обучающиеся имеют претензии друг к другу не только словесные, и
школьная служба медиации как раз-таки призвана решить этот вопрос без привлечения правоохранительных органов, пока это можно сделать самостоятельно между родителями, детьми. Если конфликт с педагогическим работником, она тоже работает, это служба медиации, в каждой школе она создана. С 1 сентября во всех детских садах и школах реализуется программа воспитания. В первую очередь проводится мониторинг социальных сетей. Так можно не только лучше узнать современную молодежь, но и предотвратить возможные проблемы. Результатом этой работы 2021 года мы уже на сегодня имеем стало снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием на 25% на территории Сосногорского района за 9 месяцев 2021 года. Пока мы такую статистику имеем за 2021 год. То есть мы видим, что результат, наша работа все-таки не только наша, а в общем межведомственная эта работа приносит. О работе полиции в сельских населенных пунктах и поселках членам Совета рассказал начальник отдела МВД России по Сосногорску Дмитрий Матвеев. В этом году стражи порядка посещали с профилактическими выездами отдаленные населенные пункты более 30 раз. В работе задействованы не только участковые уполномоченные, но и сотрудники оперативных подразделений, ГИБДД и патрульно-постовой службы. В сфере оборота оружия всего участковым изъято 52 единицы огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 14 лиц. Незаконная охота 5, нарушение правил транспортировки 2, нарушение правил хранения оружия 7. К уголовной ответственности привлечено одно лицо. Незаконное хранение и перевозка оружия. По нарушениям требований к обороту спиртосодержащей продукции из незаконного оборота изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции. К административной ответственности привлечено 10 лиц. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, продажа алкоголя домашней выработки самогона без соответствующего разрешения и тому подобное. Развитие в Сосногорском районе территориальных органов общественного самоуправления стало следующей темой заседания Совета. На сегодняшний день на территории муниципалитета действуют 2 ТОСа – «Моя деревенька» в деревне Пожня и «Возрождение» в поселке Верхнеижемский. Специалисты управления ЖКХ постоянно работают с жителями района, объясняют им преимущества создания ТОСов. Как всегда у нас, конечно, для примера, это ТОС «Моя деревенька» деревни Пожня. Основными сферами деятельности, которые являются, это благоустройство территории деревни Пожня и получение грантов на это благоустройство. Как, например, они участвовали и выиграли грант в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году проект «Здоровая страна, здоровый я» получили субсидию с бюджета муниципального района. В 2020 году с проектом «Здоровое счастливое детство» получили субсидию. Проекты все, получившие финансовую поддержку, направлены на строительство и благоустройство игровых спортивных детских площадок территории ТОС «Моя деревенька». Тема благоустройства Сосногорского района стала основной на прошедшем заседании Общественного совета. Одно из важных направлений этой работы – реализация программы формирования комфортной городской среды. В этом году в городе работы проводились во дворе дома 30А по улице 40 лет октября, а также за Домом детского творчества и в сквере памяти жертв политических репрессий. На территории вокруг Дома детского творчества проведена установка детских комплексов, выполнены работы по обустройству тротуара и освещения. На территории сквера жертвам политических репрессий проведена работа по установке детских комплексов, выполнены работы по обустройству тротуара, освещения, ремонт стеллы, установка информационных табличек с правилами эксплуатации. Помогает жителям Сосногорского района и республиканский проект «Народный бюджет». В этом году на территории муниципалитета было реализовано 9 народных инициатив. В Сосногорске, а также в поселке Луя-Ель, на станции и в деревне Пожня появились 6 новых контейнерных площадок. А в поселке Керки установлена новая водоразборная колонка московского типа. Жители села Устюхта, поселков Малая Перова и Вож в этом году обзавелись детскими комплексами и уличными тренажерами. Поддерживает народный бюджет и наших предпринимателей. Нижнеудовская пекарня у нас уже не первый год участвует в проекте и в этом году успешно приобрела новое технологическое оборудование – расстойный шкаф. В этом году по достоинству оценили эффективность проекта «Народный бюджет» и жители Сосногорска. Так, в 5-й школе появились новые окна, а в 10-м детском саду была обустроена спортивная площадка. Подарком всем жителям Сосногорска в этом году стало открытие Центра Коми национальных культур, который собрал под одной крышей 5 автономий: немецкое, казачье общество, национальное объединение
чувашей, белорусов и украинскую диаспору. Стоит отметить, что в следующем году в Сосногорском районе будет реализовано 14 народных инициатив. К ним добавится еще 4 в рамках пилотного проекта «Народный бюджет в школе». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск готовится к праздникам. Детвора уже катается на горках, а в ближайшие дни в городе будут установлены новогодние ели. Начали с площади имени Гагарина. Хотелось бы отметить, что в городе уже установлены деревянные зимние горки в количестве 7 штук на площадях и возле Белки с шишкой. Также с сегодняшнего дня мы приступаем к инвентаризации уличной гирлянды. Будем ее включать уже ближе к 20 декабря. С понедельника приступим к сбору елки в сквере железнодорожников. На площади ДДТ елка уже собрана. И также на следующей неделе приступим к установке фигур. Это комплекты Дед Мороз, Снегурочка и Снеговики. Стоит отметить, что сосногорцы тоже могут внести вклад в украшение района. В начале декабря стартовал конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Зимняя сказка». Прием работ будет проходить до 23 декабря. Заявки принимаются в историко-краеведческом музее, который располагается в Доме культуры «Горизонт». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Коми подвели итоги 7-го чемпионата профессионального мастерства WorldSkill Russia. В этом году более 300 участников соревновались в 46 компетенциях для юниоров и студентов. От сварки до парикмахерского искусства. В числе победителей студент Сосногорского технологического техникума Иван Размыслов, ставший лучшим в компетенции веб-технологии. Я считаю, что это какая-то проверка знаний самого участника. То есть он на данном конкурсе может доказать то, что он как-то в чем-то превосходит остальных. То есть он может проверить свои знания. Также это то, что техникум рассказывает, также это говорит о том, что как техникум подготавливает своих учащихся. То есть показывает уровень подготовки самого техникума. Для победы сосногорцу нужно было превзойти соперников в создании сайта. Эту науку молодой человек постигает в Сосногорском технологическом техникуме 2-й год. Ранее Иван уже становился бронзовым призером чемпионата WorldSkills. В прошлом году, когда мы ездили впервые на этот чемпионат, мне было поставлено задание определить студентов, провести отборочные какие-то мероприятия, для того, чтобы выбрать достойного участника, того, чтобы съездить на региональный чемпионат в город Воркута. Я проверял, задавал определенные задания, и в ходе проверки знаний выяснилось, что одним из самых, подготовленных учеников по данной компетенции, а ездили мы по компетенции веб-дизайн и веб-технологии, оказался Иван. И как-то так получилось, что мы с ним в прошлом году съездили, заняли 3-е место, и в этом году 2-й раз мы поехали уже целенаправленно, чтобы занять либо 2-е, либо 1-е. Так получилось, что мы заняли 1-е. Стоит отметить, что специальность информационные системы и программирование существует в Сосногорском технологическом техникуме лишь 2-й год. Но популярность уже успела завоевать. Занимаются этим направлением 200 студентов. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Электронный сертификат, он представляет собой реестровую запись в единой системе информационной. Значит, на него резервируются деньги, которые впоследствии может потратить инвалид на приобретение технического средства реабилитации. Как получить электронный сертификат? Значит, путем подачи заявления в территориальный орган фонда, то есть либо через сайт госуслуг, либо через многофункциональные центры, либо на личном приеме. Значит, человек подходит, пишет заявление, мы заявление оформляем и выдаем информационное письмо о том, что электронный сертификат ему подтвержден.
Значит, с помощью этого электронного сертификата можно приобрести в торговых точках техническое средство реабилитации только те, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Если изделий несколько, значит, заявление можно подавать, то есть сертификат выдается на каждое изделие отдельно. Электронный сертификат, он привязывается к платежной банковской карте платежной системы «Карта МИР». Это обязательное условие получения электронного сертификата. То есть, если нет такой карты, пожалуйста, заводите. Вот. Без нее это единственное условие, при котором можно выдать электронный сертификат. Электронный сертификат, если он, допустим, оформляется у нас в Республике Коми, он действует по всей Российской Федерации. То есть приобрести в магазине с помощью этого сертификата можно на любой территории Российской Федерации.